Это «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Объявление частичной мобилизации вызвало много вопросов у предпринимателей. Как быть гражданину, который только открыл свое дело и при этом воспользовался услугами Фонда развития предпринимательства? Об этом и не только. Гость студии Петр Максимов, генеральный директор Фонда развития предпринимательства Республики Саха-Якутия. Петр Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Как быть мобилизованным предпринимателем, заемщиком Фонда развития предпринимательства? На сегодняшний день на федеральном уровне были приняты соответствующие меры для мобилизованных граждан, да, то есть по потребительским кредитам и займам. Но на сегодняшний день разрабатываются на федеральном уровне тоже законопроекты, которые были ранее по санкционным давлениям, федеральный закон 106. По 106-му сейчас вносятся изменения к части мобилизованных граждан, индивидуальных предпринимателей, учредителей ООшек, акционерных обществ. Да. Там будут предусмотрены некие кредитные каникулы, которые будут согласованы Центральным банком Российской Федерации. Наш фонд является финансовой организацией, регулятором которого является Центральный банк, поэтому, чтобы соответствовать требованиям Центрального банка, нам приходится соблюдать все нормативно-правовые акты Центрального банка. Но на региональном уровне мы уже с Министерством предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия придумали, как им помочь. То есть, если мобилизованный предприниматель на сегодняшний день уже получил повестку, он может обратиться с заявлением. На сегодняшний день в нашем фонде порядка 2-3 заявлений уже поступили. Мы их сейчас быстро должны рассмотреть, ну и, конечно же, дать возможность предпринимателю в виде отсрочки, снижения, вообще обнуления пеней, штрафов, которые мы начислили. Это на региональном уровне. Ну а как будут оплачиваться налоги, ежемесячные платежи по кредиту, например? По налогам, вкратце, если сказать, вообще с 2020 года и правительство Российской Федерации, и правительство Республики, руководство Республики Саха-Якутия поддерживают в части налоговых послаблений. И я уверен, что именно и сейчас будут приняты соответствующие меры для наших предпринимателей, чтобы у них не было затрат по платежам в бюджет. А в части кредитов, оплаты, ждем федеральный закон 106. Если взять по санкционному давлению, по федеральному закону в фонде воспользовалось порядка 80 предпринимателей на сумму около 120 миллионов. То есть они с момента, с апреля по сентябрь подавали заявления, рассматривали в течение одного дня. Никаких доп. Соглашений не надо было подписывать. И до 30 сентября, последние, даже 30 сентября мы 3 заявления даже получили, их рассмотрели, одобрили, предоставили им 6 месяцев отсрочки, вообще ничего не оплачивает. Но какие еще предложения обсуждаются бизнес-сообществом именно в этих условиях? Что предлагает законодатель? На сегодняшний день обсуждается и с правительством, и с бизнес-сообществом, как Деловая Россия, Опора России, да, Общий народный фронт, обсуждаются меры поддержки предпринимателей мобилизованных бизнесов. На сегодняшний день в Якутии порядка 120, официально 120 тысяч человек заняты в сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, поэтому если отзовут директора или учредителя или самого предпринимателя, да, могут быть сложности, да, для бизнеса. С нашей стороны это кредитные каникулы, но я думаю, что скоро правительством Российской Федерации будут приняты соответствующие меры, чтобы как-то предприниматель остался на плаву, вел свою деятельность, какие-то упрощенные варианты передачи доверительного управления своего бизнеса, да, для мобилизованных граждан. Но все это делается в целях сохранения рабочих мест. То есть все зависит, предприниматель, который имеет 10 работников, если его мобилизуют, эти 10 человек куда уйдут, неизвестно. Поэтому есть своя специфика. Поговорим о вашем фонде. Какие виды помощи оказывает Фонд развития предпринимательства? Фонд развития предпринимательства на сегодняшний день работает по 3 направлениям. Это микрофинансовая организация, займы выдаем поручительство для предпринимателей, которые обращаются в банк, у них нет залога. Мы предоставляем залог до 70% в виде поручительства фонда. И 3 направление у нас фонд развития
промышленности, это обрабатывающая промышленность, мы получили соответствующие средства для выдачи займов, там до 3% годовых будем выдавать до 5 лет, и получили средства федеральные на предоставление грантов на возмещение процентов. На сегодняшний день из 13 миллионов мы выдали 3 миллиона 200 в виде грантов нашим предпринимателям из обрабатывающей промышленности, они возместили уплаченные проценты перед банком. Ну и в целом до сих пор с введением санкционного давления все наши льготные ставки сохранились. По поручительству тоже мы даже снизили размеры вознаграждения до 0,5%, для начинающих до 0,1%. Мы их сохраним, не будем их увеличивать. И кроме того, по внутренним нормативно-правовым документам нашего фонда мы не будем требовать от наших заемщиков, от наших предпринимателей, которые будут пользоваться поручительствами, военного билета. То есть жизнь продолжается, и все молодые люди, которые подпадают под перечень частичной мобилизации, для них не будет никаких ущемлений прав с нашей стороны. Вы уже назвали некоторые цифры, но вообще какова статистика по оказанию помощи предпринимателям? Какие услуги наиболее востребованы сегодня? На сегодняшний день действительно востребовано микрофинансирование. То есть за 2022 год мы выдали порядка 300 договоров займа на общую сумму где-то 800 миллионов. Если сравнить с 2021 годом, это превышает почти 2 раза. Но это связано, конечно, и с декапитализацией Фонда развития предпринимательства благодаря решению главы Республики Саха-Якутия Снятия Сергеевича Николаева. И по договору, по поручительству, если посмотреть, гарантийной деятельности, мы на сегодняшний день выдали 110 договоров, это 2020 год, на общую сумму где-то 650 миллионов поручительства. И благодаря этой сумме бизнес мог получить с кредитных учреждений почти 1 600 000 000 рублей кредитных средств. А по фонду промышленности пока выдали гранты, но на стадии будут выдаваться займы до 50 миллионов. Готовимся к этому моменту. То есть в этом году действительно бизнес поддерживается колоссально через наш фонд. Это мы пробиваем все рекорды предыдущих лет. Если говорить по всей Якутии, да, к вам предприниматели обращаются только из Якутска или, может быть, из других городов нашего региона? У вас есть там, может быть, представительство? Нет, фонд находится в городе Якутске, на Орджоникидзе 20, 3-й этаж, там располагаемся, работаем. Но, тем не менее, мы заключили агентский договор с центром «Мой бизнес». Центр «Мой бизнес» на сегодняшний день по всей республике практически работает. Из 34 улусов находится в 30 районах. И поэтому через окно центра «Мой бизнес» они могут и консультироваться по всем нашим услугам, подавать документы. Не надо им приезжать сюда, чтобы подписать, подать документы, тратить бешеные деньги на авиасообщение, если взять отдельно Арктику. Поэтому через центр «Мой бизнес». И, конечно, мы электронно через имейл фонда, фонд sahainbox.ru, через этот портал мы принимаем соответствующие документы, рассматриваем, и только после одобрения мы уже общаемся с нашими заемщиками, предпринимателями, как будем подписывать. И, конечно, в этом году мы в практику внесли выдачи доверенности то ли сотрудники администрации района, нотариальной, или сотрудники центра «Мой бизнес», чтобы они имели право от имени фонда подписывать все договора по сделке. Все это делается для удобства предпринимателя, чтобы предприниматель не тратил деньги на транспортные расходы, на перелет, на приезд. Поэтому в этом плане мы тоже понимаем наших предпринимателей. То есть везде мы открыты. Вообще услугами фонда как часто пользуются, например, жители промышленных городов? Мирного, Нерюнгри, Валеокминске, например, Валдане. Вообще география наша на самом деле распределена по всей республике. Все-таки мы являемся фондом развития предпринимательства Республики Саха-Якутия. Есть, конечно, муниципальные фонды, мы с ними не конкурируем, мы с ними держим контакты, то есть они на своем уровне своих поддерживают по районным программам. А у нас республиканские программы, если отдельно взять торговлю, в этом году республика поддержала торговлю. На эти цели мы получили где-то 300 миллионов рублей, чтобы на прилавках магазинов были товары, вещи первой необходимости. Если так взять, практически из всех районов
предпринимателей со сферы торговли взяли у нас займы. То есть география у нас она очень обширная. Приоритетные направления — это Арктика, моногорода. Да, вот по промышленных районов тоже мы выезжаем, общаемся с предпринимателями. Они узнают про наш фонд и подают через центр «Мой бизнес» пакет документов, получают соответствующие займы для развития. Вот вы сказали, у вас активно пользуются микрозаймами предприниматели. Расскажите, каков процент и вообще какие еще инструменты планируете запустить? Ну, на сегодняшний день ставки у нас варьируются от 1 до 10% годовых. Это 1-4% мы помогли пострадавшим предпринимателям. Вот если взять отдельно Верхоянский район, да, мы там командой полетели в Батагай, проконсультировали порядка 30 предпринимателей. Из них там 13 заявок приняли на 40 миллионов. И на сегодняшний день по 10 заявкам мы выдали займ на 35 миллионов. То есть мы прям там же подписали, там же приняли, там же выдали. Вот, колоссальную помощь, поддержку сделали для пострадавших. Есть по самозанятым от 4 до 8%. У нас приоритетные направления берут под 6% годовых. Это сельское хозяйство, Арктика, народные промыслы. 8% у нас берут услуги, строительство, а 10% это у нас торговля. Ну, быстро оборачиваемые предприниматели. Вот. Ну, а кто может воспользоваться помощью фонда предпринимателей, ну и куда обращаться? Ну, вообще могут пользоваться предприниматели, которые входят в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть это надо зайти в сайт ФНС, забить свой ИНН, ОГРН и посмотреть, является ли этот предприниматель субъектом малого и среднего предпринимательства. Мы регулируемся федеральным законом, 209 федеральный закон о развитии предпринимательства. Ну, нужно обращаться, конечно, вот Орджоникидзе 20. У нас есть сайт fondsaha.ru. По этому сайту можно найти все контакты, есть WhatsApp поддержка, да, то есть задать, консультироваться можно. Можно обратиться в центр «Мой бизнес», в любую точку центра «Мой бизнес» по республике Саха-Якутия. Ну и, конечно, через нашу электронную почту подать уже соответствующие документы в отсканированном варианте. Петр Федорович, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем успехов в вашей работе. Спасибо вам также. Но я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.